Армысыздар, достар! Сегодня мы с вами получим ответ на вопрос, как показать, что действие совершается ради другого лица. Для этого используем вспомогательный глагол «беру». Если глагол «беру» употребляется как основной, то он переводится «давать». Например, «Маған берші», дай, пожалуйста, мне. «Ақша беру керек», надо дать деньги. А если оно употребляется как вспомогательный глагол, тогда такие предложения показывают, что действие совершается ради другого лица. Чтобы составить такие предложения, мы берем основной глагол, убираем букву «у», вместо «у» добавляем аффиксы «об», «эп», «п». Потом берем вспомогательный глагол «беру», убираем букву «у», вместо «у» добавляем аффикс «е», потом личные окончания. Давайте посмотрим примеры. Нөмірімді жазып беремін. Напишу свой номер. Тамақ істеп берейін. Давай я приготовлю. То есть еду. Шашымды жөндеп бересің ба? Поправишь мои волосы? Ақша тауып бересіз ба? Найдете деньги? Марат қазір апарып береді. Марат сейчас отнесет. На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут еще другие значения вспомогательного глагола «беру». Поэтому не пропускайте уроки, подписывайтесь на канал. Келесі кездескенше.